Эпидемиологическая обстановка у нас без улучшений, достаточно серьезная, напряженная. Хочу сказать, что мы сегодня убеждаемся в том, что абсолютно правильно поступили, когда ввели карантин на территории города Алдана, потому что тот очаг заражения, который был на рынке и который мы тогда локализовали благодаря введению режима карантина и помещению большого количества людей, свыше сотни, в обсерваторы, сейчас показывает, что это было абсолютно верно, потому что каждый день выявляются новые случаи. И вот за сегодняшние сутки, за прошедшие сутки у нас 26 положительных случаев только по Алдану. Именно среди тех, кто сегодня уже был помещен в обсерватор. Это в подавляющем большинстве, практически 100%, работники рынка и члены их семей. Вот. Среди других жителей Алдана, которые тоже сдавали анализы, все анализы отрицательные. По городу Якутску у нас за последние сутки 4 случая положительной реакции на анализ по коронавирусу. Вместе с тем, все эти 4 приезжие, и все 4 были локализованы прямо в аэропорту. Некоторые из стран ближнего зарубежья, некоторые из других регионов страны. Я считаю, что вот опять же введение мною решения о том, чтобы была самоизоляция приезжих, точнее из других регионов, в том числе, чтобы жители республики дома, а те, кто приезжают из других регионов в обязательном порядке, мы изолировали обсерватор, тоже сыграло роль. Эти люди дальше никуда не пошли, именно из аэропорта уже были доставлены. Сейчас Роспотребнадзор проводит работу по забору анализов и их проверки у тех, кто летел этими рейсами. Недалеко от этих людей, в принципе, пока, еще раз говорю, пока все отрицательно. Хорошие новости по Мирному. У нас несколько работников телерадиокомпании «Алмазный мир» находились под подозрением по коронавирусной инфекции новой. Но вот хотя была у них пневмония и так далее, вроде бы схожие симптомы, но анализы, которые были проведены и там, и в Мирном, и здесь, в Якутске, уже в том числе на лаборатории Роспотребнадзора, они показали отрицательные результаты. Поэтому сегодня у нас по городу Мирному пока вот подтвержденный только один больной, тот человек, который у нас получил это заражение, проходя лечение в Подмосковье. Вот. В целом в других районах у нас ситуация без изменений. Вот. Мы будем дальше рассматривать разные вопросы по Чаендинскому месторождению, где ситуация в последние дни тоже напряжена. Вот. Но ситуация опять же локализована, введен режим карантин по Чаендинскому месторождению. Я нахожусь в постоянной связи с руководством «Газпрома», с руководством МЧС, а также с руководством оперативного штаба российского по локализации данного заражения. Мы в ближайшие сутки уже будем принимать ряд решений, уже технических, по развертыванию там на месте медицинских уже групп для локализации и лечения, прохождения лечения там уже людьми, которые находятся сегодня на Чаендинском месторождении. Ну и главное, мы добились того, чтобы «Газпром» уже в ближайшие дни направил туда медицинскую бригаду для поголовного тестирования всех работающих на Чаендинском месторождении, не только вот той структуры, где сегодня выявлен коронавирус, но и всех других подрядных, субподрядных организаций «Газпрома», а это всего свыше 9 тысяч человек. Вот. Мы уверены, что эта работа будет проведена уже в течение ближайших дней, и после подведения итогов уже реально начнутся шаги по лечению больных, по вывозу здоровых, по дезинфекции помещений, то есть вся та работа, которая уже у нас предписана четко правилами действия в таких ситуациях. Спасибо.